Когда говорят о Якутии, обычно вспоминают бескрайние просторы, трескучие морозы, оленей. В наших поездках по Якутии экзотики тоже хватало. Но слушая людей и записывая их, мы все глубже осознавали, что сегодня самое важное — рассказать о тех социальных и экономических процессах, которые происходят на севере в наши дни. О том, как якуты, эвенки, юкагиры вместе с великим русским народом преобразуют суровый северный край. Когда два якута встречаются в пути, они говорят друг другу «кепсе». «Кепсе» — это «здравствуй» и «расскажи новости», «расскажи о себе». Вот и мы говорим «кепсе, Якутия, рассказывай». Родина, семья, поселок, дом. Для этих ребятишек все начинается с кромки земли у Ледовитого океана, на самом краю света. Познание Родины начинается для них со знакомства с работой отцов, вековечной работой рыбаков, охотников, оленеводов. С распевных рассказов бабушки о том, как жилось за гранью старинных лет, на спине древней поры, на склоне прошлых времен. Край света для этих ребят — центр их жизни, куда из неведомых далей приходят белые корабли. Но настанет пора, и дети покинут свой дом. На большой земле ждет их школа.
уже в первом полете раскроется перед ними во всю ширь родная земля Якутия. Страна, где на каждого жителя приходится по одному озеру. И необъятная тайга, сестра Великого моря. Тас катырыптак, томураммастак, улу тумуллак, эңір қаджайлак, очос булгуньяктак, кірегіті тұрар кіхік кумақтак, өркиегіті тұрар үрін көрдак, кихеңен ақсыға, лечігірастас девиляк, бұнын ағыстак. Взглянешь на южную сторону, там словно жеребцы вздыбленные, скалы стоят. На восток посмотришь, там черный лес, подобно шерсти на загривке зверя-соболя, стоит. Охватишь взором северную сторону, там словно быки беломордые, ледяные скалы взгромождены. Приглядишься к западной стороне, там восьмипроточное море-река величаво шумит, гремит валами. С просторами необъятными, с полями чистыми вольготными, с лугами зелеными сочными, с травой, как грива кобылицы трехлетки, есть такая страна, оказывается. Площадь Якутии занимает 1/7 часть территории СССР, почти 2/3 территории Западной Европы. На просторах Якутии уместились бы многие государства. Франция, Австрия, ФРГ, Италия, Швеция, Англия, Финляндия, Греция. Безграничен мир познания, необъятна земля. Там, за лесами и озерами, другие страны с диковинной природой, невиданными животными. Любознательность развивает смелость мышления и остроту ума. Таково мнение учителя Андреева, многолетними трудами которого создан этот школьный музей в глубинном якутском селе. Даже не очень старые люди в Якутии помнят, как шарахались крестьяне от первых тракторов на селе. Сегодня республика вовлечена в бурный поток научно-технической революции. Ей позарез требуются инженеры, строители, физики. И вот еще одна сельская школа. Диспут по теории относительности. Очень сильно правильно. Вот я, например, нахожусь там, и как я могу заметить, что вот время, например, вот так вот замедлилось. Вот, например, у меня время идет по часам так же, как идет на Земле. И вот я, например, позавтракаю утром, например, 8 часов. Ну а если время замедлено, то я могу ведь через час проголодаться. Как это понять? Если сложить скорость двух кораблей, так получается, значит, встречная скорость. Диспут ведет учитель Михаил Андреевич Алексеев. Я рядовым учителем работаю уже 30 лет, и моими учениками являются преимущественно сельские дети, дети рядовых колхозников. Много видел талантов среди них, одаренные математики, физики, химики, конструкторы. 7 лет тому назад в нашей школе имени Сидора Барахова появился один необычный класс с углубленным изучением физики, математики. Воспитанники наших физико-математических классов преимущественно поступают в такие вузы, как Новосибирский, Московский, Ленинградский, Томский университеты, Московский физико-технический институт, Московское высшее техническое училище имени Баумана, Московский энергетический институт. И эти ребята в скором будущем будут возвращаться на свою родную землю
и будут участвовать в решении сотни проблем, которые ожидают их. Между прочим, Иван Николаев тоже ученик Алексеева. Он и многие другие молодые ученые работают в Институте космофизических исследований и аэрономии. Создал институт и возглавляет его доктор физико-математических наук Юрий Георгиевич Шафер. Наш институт, как и подобные ему другие учреждения в Советском Союзе, характерен разбросанностью своих подразделений научных. Различные лаборатории расположены некоторые в тайге, например, лаборатория полярных сияний. Лаборатория широких атмосферных ливней расположена в 50 километрах от города Якутска. Лаборатория геомагнетизма, ионосферы и так далее. Все это загородные лаборатории, не в одном месте. Лаборатория космических исследований ведет наблюдение за излучениями в околоземном пространстве на спутниках и ракетах. Вот перед вами один из приборов, при помощи которого мы постоянно почти ведем эти наблюдения на различных спутниках. Уже около десятка спутников у нас вооружены были такими приборами, и мы всегда, считая, что такой метод наблюдения непрерывный позволяет нам предсказывать даже, может быть, опасность такой радиационной в космосе для космонавтов. Наконец, у нас есть такая далекая лаборатория, как лаборатория на побережье Ледовитого океана в Тикси, которая вообще приближена к различным авроральным явлениям, находится в зоне, где наиболее часты полярные сияния. Этот коллектив действительно героически проводит свою работу в полевых почти условиях, в условиях полярной ночи, где бушует ветер, очень сильные ураганы. Этих людей влечет вот эти белые пятна в науке, они работают с большой самоотверженностью. В древних преданиях якуты делили Вселенную на верхний, средний и нижний миры. Народ по-своему предвидел, что когда-нибудь смело ворвутся люди в верхний мир, в космос, в небо, чтобы прекраснее сделать жизнь в своем среднем мире. Да, зима длится здесь 8 месяцев, а под слоем почвы залегают вечные льды. Мало кто знает, однако, что лето в Якутии жаркое и сухое. Годовые перепады температур достигают 100 градусов. Зимой морозы за 60, а в июле жара под 40. Трудно людям, ничего не скажешь. Но под незакатным солнцем успевают созреть злаки. И даже овощами некоторые районы обеспечивают себя сами. Кстати, не только в Южной Якутии, но и на Оймеконе, там, где полюс холода. Однако основной заботой якутского крестьянина испокон века была и сейчас остается заготовка кормов для скота. Вовсе не олень, как думают многие, а корова, главная кормилица якута. Для того, не зная усталости и торопится за короткое лето скосить траву якутский крестьянин, чтобы потом добрая кормилица вознаградила его за труды. Взбитые сливки, керчех, суорот, схожий с украинским варенцом,
чуть подсоленные сухие шарики сюмеха, юруме из сушеных пенок со сметаной и земляникой. Каких только лакомств не готовят из молока в якутских деревнях. По пятилетнему плану в Якутии начато строительство нескольких крупных животноводческих комплексов. Механизация придет и на фермы. Как и в старь, с наступлением тепла скот перегоняют на летние пастбища. И сколько радости доставляют эти летники людям, и детям, и взрослым. Познакомьтесь с этими людьми. Моисей Иванов и Игорь Некрасов, якут и русский. Их специальность – холод. Они работают в единственном в нашей стране институте мерзлотоведения. Можно смело сказать, что без рекомендаций ученых этого института не начинается ни одна стройка на Советском Севере. Как строить дома на вечной мерзлоте? Льды оттают, и дома повалятся, утверждали скептики. Ученые предложили ставить дома на сваи, вбитые в лед. Смелый расчет оправдал себя. И вот, несмотря на это обилие воды, кажущееся обилие воды, на наличие множества рек, озер, в Якутии, воды здесь не хватает. Летом не хватает воды на орошение, а зимой не хватает даже питьевой воды. Реки перемерзают, озера перемерзают, и приходится таять лед. Это очень большая проблема, и решать ее начали еще в прошлом веке местные умельцы. Федор Ширгин в 1828 году начал копать колодец. Копал 9 лет. Трудно копали, долго, с пожогом, с клиньями, с кувалдами. Денег не хватало, Академия наук немножко помогла. Прокопали 116,5 метров. Шахта, не колодец, но воды не достали. И самое оригинальное, что прошла эта шахта в мерзлых, льдистых грунтах, в вечной мерзлоте. Мы сейчас уже многое знаем о вечной мерзлоте. Мы знаем, что почти вся Сибирь, 80% территории покрыта скована вечной мерзлотой. Мы знаем, что мощность панциря вечной мерзлоты достигает 1500 метров. Вот здесь, под этим фонтаном, проморожено 350 метров горных пород. А вот и Нижний мир, тайны которого все больше разгадывает наука. Кладовые которого все шире раскрывает советский человек. В этом карьере добывают голубой кимберлит.
Работу направляет электронный диспетчер. Первая в нашей стране информационно-логическая система управления горным транспортом «Карат». Тяжеленные белазы взвешиваются на весах, и шофер на электронном табло узнает, на какую фабрику надо отвезти руду. Это сыплются алмазы. Здесь, на фабрике, из кимберлита извлекут все до единого камешки. И потом... Впрочем, об этом лучше расскажут инженер Цветков и секретарь парткома фабрики Богомяков. Вот что писала зарубежная пресса несколько лет назад. Якутские алмазы залегают совершенно в недоступных местах. Ни зверь, ни птица не могут добраться до кимберлитовых трубок ни зимой, ни летом. Советские алмазы появятся на мировом рынке только в 21 веке. А, пожалуйста, вот они сейчас перед нами появились. Чистейший, вот как вот этот, допустим, кристалл, это ювелирный. Из него можно прекрасно делать бриллианты, но и прекрасно можно делать коронки, армировать буровые, или режущие инструменты готовить. А вот это что за камешек такой непрозрачный несколько? Вот этот камень, вот настоящий алмаз, ну, технический алмаз. Скажите, а здесь именные алмазы есть? Да, есть. Вот этот алмаз уже именной. Можно ему дать имя, назвать. По своей крупности и качеству он именной. Ну а какие имена давали алмазы, которые находились здесь у вас? Очень много, Юрий Алексеевич, правда? Да. Говорят? У нас Сталинградский есть алмаз, Великий Почин, Мария Коненкина, Мария, просто Мария, 106 карат алмаз. Который был выставлен в алмазном фонде Советского Союза. Мария Коненкина? Да. А кто это? Пожалуйста, товарищи, наша Мария Марковна Коненкина, в честь имени которой был назван крупнейший алмаз, 106 карат. В нашем коллективе ее просто называют «Алмазная королева». Пожалуйста. В честь 50-летия Якутской ССР у нас был найден хороший алмаз. Кристалл это чуть побольше вот этого, 42 карата. Назвали его 50 лет Я СССР. А геологи-разведчики ведут новый поиск. Вот так еще лет 20 назад ходили с лотками в глухой тайге первооткрыватели якутских алмазов: Лариса Попугаева, Григорий Файнштейн, Юрий Хабардин, их товарищи. Владимир Щукин, открывший трубку «Удачная», в числе других первопроходцев был удостоен Ленинской премии. Ну, 1955 год это вообще был год наших открытий. Вот. Между открытием трубки «Мир» и трубки «Удачной» разница всего составляет 3 дня. Вот. Хабардин открыл 12 июня, так? Значит, а «Удачную» мы открыли 15 июня. Я к этому готовился 5 лет. Так? 5 лет уже работал. А само открытие произошло очень быстро и, как говорится, просто. Так, с годами утрачивается такая, ну, может быть, острота впечатлений, так?
Но и тогда мне казалось, и сейчас мне кажется, что это название удачно было дано этого месторождения, потому что нам очень просто досталось, да. Это буквально мы, я говорю, за 1-2 часа открыли все это дело, да. Другие трубки, они доставались с большим трудом, не говоря о месторождениях, да, и с большей затратой сил, энергии. В частности, но у Хабайна, он сам участвовал в открытии этого района всего, так, он был в составе съемочной партии. Благодаря его, так сказать, трудолюбию, так, искусству поиска, вот ему удалось найти такое крупное месторождение, как трубка мира. Вот и сейчас, видите, уже осень на исходе, значит, люди возвращаются из тайги. Правда, этот год нельзя назвать особенно успешным, так, месторождения не принесли, но я надеюсь, что в ближайшее время те же наши самые геологи, которых побывали вы, так, они принесут нам интересные данные, так, помогут открыть новые месторождения. Возможно, даже уже у кого-то из них в рюкзаке или в записной книжке оно уже и есть. Так, вот что все дело. Из большого котла черпай, не вычерпаешь. Это сказано о подземных кладовых Якутии. Железная руда и уголь, олово и вольфрам, слюда и сюрьма. А золото? Современная техника, предоставляемая государством нынешним старателям, в корне преобразила старинный промысел. Надежда откопать свою золотую жилу вела сюда в начале века сотни одержимых одиночек. В 20-е годы вся страна помогала становлению золотой промышленности Якутии. Алдан, первенец индустриальной Якутии. В 1973 году он отмечает свой полувековой юбилей. И хотя сегодня республику чаще называют алмазной, она продолжает оставаться и золотой кладовой России. Сколько уже найдено месторождений, а сколько их еще сулят геологические прогнозы. Совсем недавно, будто в подарок людям, Нижний мир открыл колоссальные топливные ресурсы для развития новых промышленных районов. Пройдут годы, и вслед за геологами придут сюда строители. Встанут новые города на месте бывших топий и тайги. Главной хозяйственной дорогой республики стала Великая Лена. У нас в Якутии Лена называют труженицей. И это действительно труженица в том плане, что это, пожалуй, единственная транспортная магистраль, которая перевозит все народно-хозяйственные грузы для Якутии. Мы возим генеральные грузы, что мы перевозим, если образно так выразиться, возим от швейной иголки до уникального оборудования для Вилюйской ГЭС, для фабрики номер 3 алмазов, для переработки алмазов. Все, что нужно для человека, все, что нужно для развития этого огромного северного края, все переводится на плечах Ленского речного просека. Вот в верховьях она мелководная. И нужно иметь очень высокое судоводительское мастерство, чтобы через узкий проход, мелководный такой, фарватер, что ли, провести караваны судов или большой грузоподъемностью, сухогрузные теплоходы или танки. Среднее течение, она каменистая. Любое отклонение в сторону грозит чрезвычайным происшествием в виде аварии. В низовьях она огромная, широкая, много проток, не судоходных и судоходных. Можно заблудиться, если
недостаточно быть опытным и недостаточно быть внимательным, значит, судоводителю, вот, к лодце и так далее. А на севере она суровая. Уже выходит на север, когда выходим в море, то там уже мы встречаем всегда льды, холод, туман. Там еще сложнее, еще труднее работать нашим судоводителям. Но в то же время это и она создает трудящимся большой отдых. Это вот здесь у нас в Якутске, выше, в районе Алекмы. Это большие песчаные пляжи. Это, понимаете, неповторимые ленские столбы. По берегам ее много ягод, много птицы, много зверя. И поэтому к нам с большим удовольствием и с большим желанием едут многочисленные туристы, больше, чем волжские «Жигули». За последние годы в результате вот такого бурного развития в целом промышленности в Советском Союзе у нас обновился весь флот. У нас не стало деревянного флота, который были раньше. У нас весь крупнометаллический флот большой грузоподъемности, автоматизирован. В связи с этим у нас и растут, понимаете, кадры. Мы имеем свои речные училища. У нас как-то создается уже династия наших командных кадров. Вот в прошлом работал на утлом суденышке, героически работал капитан из местных кадров, капитан товарищ Богатырев, который прославился своим трудом по всей нашей. Мы сегодня с большим почетом, с большим уважением вспоминаем этого капитана, который осваивал просторы ленские. Сейчас вот выросли уже вот новые кадры Богатырева. Вот товарищ Спиридонов, преемник Богатырева, талантливый, грамотный, культурный инженер-капитан, который сегодня возглавляет один из крупнейших судов нашего бассейна, танкер 5000 тонн грузоподъемности, который в честь 50-летия Якутской Республики назван танкер 50 лет СССР. Начальник ленского пароходства Василий Максимович Дубровский рассказал о двух капитанах, учителе и ученике. Как схожи и сколь разнятся их судьбы. Оба с детских лет начали плавать по лени. Но если Богатырев долгие годы не мог получить образование и стал капитаном лишь с приходом советской власти, то Спиридонов уже в 24 года поднялся на мостик дипломированным специалистом. Герой социалистического труда, партийный и государственный деятель, инженер, он первым на лени внедрил на своем судне комплексную автоматику. И он же, подобно своему учителю, мог бы с закрытыми глазами пройти любой ленской протокой. Великая Лена. Она соединила людей и народы, их исторические судьбы. Многие столетия берега Лены служили тюрьмой для русских и якутов, грузин и татар. Сегодня народы-братья, объединившись, покоряют бурную стихию. Вилюйская ГЭС. Первая станция в зоне вечной мерзлоты. За годы строительства она стала школой смелости и технического расчета для нескольких поколений гидростроителей. Мы познакомим вас лишь с двумя строителями. Ветераном Вилюя Иваном Михайловичем Першко и молодым инженером Егором Григорьевым. Я участник строительства Куйбышевской ГЭС, Сталинградской ГЭС, Кременчугской ГЭС. Когда кончилась монтажная работа на Кременчугской ГЭС, по команде министра электростанции, в то время бывший начальник станции в Кременчуге, предложил с бригадой ехать на Вилюйскую ГЭС. Я спросил, где это, рассказал мне, и говорит, что только с бригадой. Я с бригадой в 60-м году ехал на Вилюйскую ГЭС, 17 человек. Я вообще коренной житель, якут по национальности. Родился в Ленинском районе, 400 километров ниже Вилюя. В 69 году кончил институт. По направлению и по просьбе попал на строительство Вилюйской ГЭС. В Мирном еще в то время было народу, человек 300-400. Все холостяки, все приезжие, молодые и пожилые. И было дивно то, что когда появилась женщина, так, говорит, смотри, он женщина, говорит, идет. Так это было как-то вроде, что-то необыкновенное.
кругом тайга. К нам медведи заглядывали. Мороз 50-60 градусов, и незаметно человек отморозил нос или щеки обморозил. Так специально друг за другом смотрели. На это был строгий приказ начальника стройки. Что одного человека никогда не посылать на работу. Какая бы то ни была работа, только двух. Чтобы друг за другом смотрели. Какое-нибудь строительство строилось аж Улицкой ГЭС. Это намечается у нас в 1978 году. Но после этого по Сибири вообще и вот сейчас Колымская ГЭС строится, и, возможно, будут и другие ГЭС строиться. Ну и перебраться на большие строительства. Ну, у меня планы какие. Я сейчас имею 52 года. Вторую очередь, надеюсь, построит. А сын сейчас работает на Колымской ГЭС. Он тоже сварщик, работал здесь. После армии он захотел ехать еще дальше. Поморозить нос. И въехал на Колымскую ГЭС. Сейчас пишет письма мне: папа, приезжай до меня. Мы горьковские студенты гидротехники. Наша будущая специальность – это строительство ГЭС в условиях вечной мерзлоты. Сейчас по всей Сибири запроектировано строительство очень крупных ГЭС, таких как Нижнеленская, Колымская ГЭС. И те знания, ту практику, которую мы получили на строительстве Великогазстроя, очень нам поможет в будущем. Молодые изучают опыт старших, молодые ищут новые пути. Каждая дорога имеет свою славу, говорит пословица. История алмазной столицы, города Мирного, которую рассказывают старожилы, звучит как повесть о величии человеческого духа. Но для архитекторов, проектирующих новый алмазный город, это еще и трезвый практический урок, из которого надо извлечь все ценное и не повторить ошибок. Прибыли мы на аэродром, полевой аэродром 13 февраля 1957 года. Наших здесь людей было 18 человек, бригада, которая строила первые палатки. Вот одну из таких палаток, ну, третью палатку, заселились и мы. Эпоха палаток кончается. Сейчас на удаче не строятся уже больше палатки и балки. Они сносятся. В 1958 году появились уже у нас первые домики. Первые 4 домика, которые были срублены двухквартирные. Мы, вот как прибывшие в числе первых, значит, получили комнату. Это были двухквартирные домики под трехкомнатного типа. В каждую из этих комнат селилась семья. Демографы и социологи дали обоснование, которые четко показывают, что нормативные 9 метров на человека недостаточны для севера, опять же исходя из суровых условий жизни на севере. Основным-то является то, что 12 метров, которые превратятся в норму на одного человека в жилом комплексе «Удачное», узаконенные. Мы получим возможность заселить каждую квартиру покомнатно, то есть каждый из членов семьи будет иметь отдельную комнату. Я прибыла в Мирный 15 апреля 1957 года. Привезла с собой 6-летнюю дочь. Конечно, условия были такие, что оставить ребенка было негде. Приходилось днем, она была с рабочими на работе, и с плотниками, и с шоферами. Детских садов, яслей, конечно, в то время ничего не было, даже и мыслить не было. Мы жили одной семьей. Расскажите, какие бытовые условия были? Вот, скажем, кухня, там воду как доставали? Да какая вода, какие бытовые условия? Жили мы в палатке 2 семьи. Ну, по весне лед таяли, снег таяли, это была вода у нас. А лето, когда пришло, вот где какая ямка, оттуда воду брали, кипятили. Старались не болеть, не болели, ни к чему не присматривались. Дети не болели? Дети не болели, наоборот, крепкими, здоровыми были, закалялись. Носили на комарники, потому что было сильно много комаров. Города на севере должны строиться с учетом и климатических особенностей, и с учетом определенных гигиенических параметров.
психологического состояния людей, которые живут и работают в этом крае. Вот, например, удачный. Институтом Якутии-Алмаз был разработан проект такого жилого комплекса на 15 тысяч жителей. Это недалеко от полярного круга. Прямо перед нами была тайга. Здесь и явилась эта просека, на которой работали ленинградские рабочие. В честь этого назвали ее Ленинградской улицей. Сейчас это центр нашего города. Весь комплекс соединен переходными галереями, утепленными. Температура там плюс 5 градусов. Допустим, при минус 50 градусов на улице могу пройти, живя в этом доме, вот так, по первому этажу, попасть в галерею, отдать ребенка в детский сад, потом, закусив в кафетерии, ждать автобус на работу. И сел в автобус и поехал на работу. Вот, например, что представляет себе культурно-просветительный центр. Вот это зимний сад, библиотека, ресторан, клуб, кинотеатр, гостиница. То есть весь этот комплекс единый, крытый. У города пока нет имени, но сам он уже растет. Безусловно, первое время, да и долго после этого, еще всех людей знали в лицо, со всеми встречались, со всеми вели задушевные беседы, так сказать, всех знали по имени и отчеству. А вот уж последнее время, начиная с 70-е годы, возвращаясь назад иногда с отпусков, иногда, значит, с командировок, едешь в мирный самолет, 100 человек самолет, а если хорошо, если знаешь одного только человека в лицо. Вот такой, значит, бурный рост численности нашего населения. Вот уже в 70-е годы говорят за то, что у нас уже около 26 тысяч человек населения. Прижились люди, да? Прижились люди. Проживши здесь сколько лет, конечно, как можно расстаться, когда все кажется здесь родное, где не идешь, чувствуешь, что заложена частица твоего труда. Здесь прожиты самые лучшие годы здесь. И расставаться с Якутией, я даже не представляю, как можно расстаться, потому как можно жить без мороза, несмотря на то, что я с юга. Бывшие южане или коренные жители тундры, они предпочитают теперь жить на севере прочно и комфортабельно. Не правда ли? Обычная для нашей страны картина. Что особенного? Не торопитесь с выводами. Помните, как дети улетали в школу на Большую Землю? В этом поселке, на Нижней Колыме, тоже на краю света, дети остаются дома. Улетают на работу в тундру их отцы. Они летят к оленям стадам или на охоту. Вдумайтесь теперь. Много столетий люди кочевали по тундре и не знали своего дома. Сколько социальных, культурных и психологических изменений несут для них эти простые понятия: дом, поселок, семья, родина. Нет птицы, которая бы не помнила об родном месте. И каждому из нас мила своя родная земля, какая бы то она ни была. Вот она, якутская старина, саха и барана, немые свидетели истории труда. Такой сахой я тоже пахал. Ее теме даже посвятил один из первых своих рассказов, который назвал «Горе саха». Но мне хочется сохранить ее и поставить даже на пьедестал.
Это рассказывает народный писатель Якутии Сивцев Суорун Омаллон. Юрта. В такой юрте и я родился. А тут еще жернова. Бывало, и я молол. А это что? Обломок шкатулки для шитья. Но в ней, видать, мастер вложил свою любовь, свои мысли. Прав был Лев Николаевич Толстой, когда писал, что орнамент от якутских до греческих доступен всем и вызывает одинаковое чувство любования у всех. На моем столе лежат предметы, вобравшие образ моей родной земли. Кимберлит – символ богатства его природы. Нож – самое простое, но универсальное орудие труда, создавшее лучшие образцы материальной культуры якута. Кусочек железа с острым звонким язычком, музыкальный инструмент хомус, хранитель сокровенных дум и чаяний якута, его духовного мира, поэзии, музыки, песни. Древний якут стремился и верил в торжество красоты, добра и счастья. Эта вековечная мечта народа сбылась только с победой Великой Октябрьской революции и с торжеством идей Ленина. В юбилейный год образования Советского Союза Якутия отметила и свое славное 50-летие. На знамени республики символы исторической судьбы якута, как и любого гражданина страны Советов. Ленин, революция, дружба народов.